Этот диктант не просто проверка знаний, а важная часть патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Акция дает возможность всем желающим проверить свои знания о ключевых событиях, героях и подвигах Великой Отечественной войны. Участниками диктанта стали сотрудники различных ведомств нашего региона и студенты. Кто-то принимает участие ежегодно, а кто-то пробует себя в этом впервые. Я не знаю, готов я или нет. Я первый раз участвую в данной акции. Вот хочу попробовать свои силы. У меня воевал один дед со стороны матери, отец моей мамы. Второй дед со стороны отца. Бабушка воевала тоже в Великую Отечественную. Ну, в общем, все бабушки, дедушки воевали у меня. Вопросы диктанта охватывают различные аспекты войны, от основных сражений и исторических личностей до жизни в тылу и вклада народов в общую победу. Принявшие участие в диктанте получают возможность не только продемонстрировать свои знания, но и узнать новые факты о героическом прошлом нашей страны, почтить память павших и выразить благодарность ветеранам. Наши земляки в этой войне потеряли многих родных, многих близких. И сегодня для подрастающего поколения, для нас это очень такой важный аргумент сохранить память о тех днях, о тех сражениях, о храбрости, о героизме наших соотечественников. Правила на диктанте простые. Запрещается использование любых источников информации, будь то книги или гаджеты. Международная историческая акция «Диктант Победы» проводится ежегодно. Организатором выступила партия «Единая Россия». Председатель парламента Ингушетии Магомед Тумгоев тоже проверил свои знания. Для нашей страны это очень значимый, великий этап. Это когда мы победили фашизм не только в нашей стране, но и освободили всю Европу. И наши земляки отстаивают интересы в Украине в проведении спецвоенной операции. И самое главное, чтобы мы сохранили память об этих людях. Международная историческая акция «Диктант Победы» способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности, а также сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне для будущих поколений. Принять участие в диктанте смог любой желающий, независимо от возраста и образования. Сотрудники филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» тоже не остались в стороне. Мы всегда принимаем участие в подобных мероприятиях и привлекаем наших бойцов, ветеранов специальной военной операции. Мероприятия с патриотическим направлением, с культурно-досуговым, спортивным. Это всегда для наших ветеранов и для наших бойцов очень важно и интересно. Мы возвращаем их в мирную жизнь. Также в рамках акции организовали фотовыставку, посвященную героям Великой Отечественной, чтобы увидеть образы тех, кто сражался за Родину. Они позволяют запомнить лица героев, почувствовать атмосферу военного времени и проникнуться уважением к их мужеству и самоотверженности. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз 24.